Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады приветствовать вас в Коми-Республиканском институте развития образования на вебинаре «День воссоединения Крыма и России». 18 марта в нашей стране отмечается важная дата – День воссоединения Крыма и России. Этот день в 2014 году обозначил для всех наших граждан исключительно важную историческую дату. Именно в этот день состоялось подписание межгосударственного договора о принятии Республики Крым и образовании в составе России новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополь. И сегодня в рамках вебинара мы рассмотрим цель, задачи и содержание мероприятий данной даты в образовательных организациях и опытом проведения мероприятий об истории и значении воссоединения Крыма и России с нами поделится Елена Витальевна Бакуменко, классный руководитель, учитель биологии лицея для одаренных детей. Итак, первый вопрос нашего вебинара – цель, задачи и содержание мероприятий ко дню воссоединения Крыма и России. Цель мероприятий данной даты – формирование патриотического сознания, гражданской идентичности, понимание значимости воссоединения Крыма и России. Задача – формирование знаний о событиях весны 2014 года, произошедших в Республике Крым, роли России в этих событиях. Формирование интереса к прошлому Республики Крым как к субъекту истории российского государства, сложившихся там традициях, обогащение знаний о культурном пространстве, природе и истории Крымского полуострова. Воспитание личностных основ российской гражданской идентичности и патриотизма, усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества и развитие у учащихся информационно-коммуникативной компетенции на основе умений организации и участия в сотрудничестве и общении с одноклассниками и учителем, а также умений поиска, переработки и представления информации в различных видах, в том числе с помощью информационно-коммуникационных технологий. Тут важно отметить, коллеги, что при подготовке и организации тематических уроков и классных часов ко дню воссоединения Крыма и России следует придерживаться следующих научных и гуманистически нравственных позиций, а именно необходимости объективного анализа исторических фактов и документов в дискуссионных вопросах о правах народов на самоопределение и признание таких базовых ценностей человечества, как соблюдение национальных интересов и прав человека. Так, планируемые результаты. Личностные. Формирование знаний о событиях, формирование ценностных ориентиров и установок обучающихся, основ российской гражданской идентичности, чувства ответственности и долга перед Родиной. Метапредметные. Умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, освоение обучающимся способов и видов деятельности, применяемых как в учебном процессе, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. И предметные результаты – это осмысление обучающимися событий и явлений российской истории, овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерности развития человеческого общества в социальной, экономической, политической и культурных сферах, приобретение опыта оценки социальных явлений и современных глобальных процессов. При подготовке мероприятий рекомендуется обратить внимание на задачу формирования ценностного отношения учащихся к истории Крыма в контексте истории регионов нашей страны, к традициям и культуре многонационального населения нашей страны, в частности, к истории и культурным особенностям населения Республики Крым как части России.
Механизмом реализации данного подхода могут выступить проблемные методы обучения, которые направлены на стимулирование личностного и эмоционального отношения участников к политическим событиям, которые предшествовали воссоединению Крыма и России. Формирование эмоционально-ценностного отношения учащихся к Республике Крым можно реализовать через демонстрацию иллюстративного материала, фрагментов кинохроники, музыкальных произведений. Чуть позже мы подробнее остановимся на этом. Формирование учащихся целостных исторических знаний о Республике Крым, вхождение Крыма в состав России, стимулирование эмоционального и ценностного отношения обучающихся к этому событию может быть реализовано на уроках и тематических часах в рамках инвариантной части. Инвариантная часть представляет собой урок или классный час, обязательный для школьников любого возраста, на котором учащиеся смогут познакомиться с полуостровом Крым, с историей вхождения Крыма в состав России, а также обсудить наиболее значимые вопросы, связанные с историей и культурой. Развитие познавательного интереса обучающихся, метапредметные аспекты темы воссоединения Крыма с Россией. Эти аспекты и соответствующие педагогические задачи могут быть решены в рамках вариативной части. Вариативная часть представляет собой сценарий мероприятий, которые могут быть проведены образовательной организацией в рамках данной темы среди учащихся разных классов, нескольких параллелей. Реализация вариативной части тематического урока позволяет объединить обучающихся разного возраста и классов, учителей, родителей, администрацию школы в целях организации образовательной и воспитательной деятельности. Мероприятия, посвященные данной теме, могут быть проведены в различных формах. При подготовке к данному мероприятию вы можете обратиться к материалам, которые размещены на сайте КРИРО, на методическом портале «Календарь образовательных событий». Данный ресурс содержит методические рекомендации, в которых представлены как сами материалы, так и источники информации, которые помогут вам подготовиться к данному мероприятию. Так, в разделе «Тематические уроки» и внеурочные мероприятия методических рекомендаций даны примерные образцы различных типов и моделей урока и приведены полные и фрагментарные их разработки для учащихся различных уровней. Итак, ну а сейчас опытом проведения мероприятий, посвященных данному событию, с нами поделится Елена Витальевна Бакуменко, классный руководитель, учитель биологии лицея для одаренных детей. Елена Витальевна, вам слово. Спасибо. Коллеги, всем здравствуйте, рада вас приветствовать. Хотела бы вам предложить мой вариант видения проведения данного мероприятия. Соответственно, когда вы готовите это мероприятие, вот в рамках последних событий, нужно очень грамотно и тактично разговаривать с детьми. Я не являюсь учителем истории, да, я учитель биологии, но тем не менее и на своих уроках, и во внеурочной деятельности патриотическим воспитанием нам необходимо всем заниматься. В данном случае подготовила для вас презентацию, и также здесь включены небольшие видеоролики, видеофрагменты. Начинается церемония подписания.
Да, послушаю. Смотрите, почему я рекомендую начинать это занятие, это мероприятие именно с просмотра видеоролика момента подписания договора между руководством Республики Крым и Российской Федерации. Данное мероприятие проходило в Георгиевском зале Кремля 18 марта 2014 года. Исторически сложилось так, что в данном зале всегда принимались иностранные делегации, всегда происходит подписание каких-то важных договоров между Российской Федерацией и другими иностранными представительствами. То есть нужно детям показать, насколько это значимый и важный момент для нашей с вами истории. Губернатор Крыма высказался в момент подписания: Крым будет навсегда с Россией, которые не смогут сломить ни санкции, ни политические вызовы. Проводя данное мероприятие, нужно сделать акцент внимания на том, что Россия не присоединила к себе Крым, а Крым вернулся домой. Для того, чтобы показать ребятам историю вхождения Крыма в состав еще Советской России и России в царские времена, здесь можно разработать несколько вариантов мероприятий. Это либо просмотр видеофрагмента, я вам сейчас его продемонстрирую, то, что можно посмотреть с ребятами младшего школьного возраста, среднего звена, либо же предложить ребятам 9-11 классов это проработать с документами. Они есть в открытом доступе, да, чтобы ребята познакомились с историей и вникли в те моменты, которые прошел Крым, входя в состав России. В античные времена Крым назывался Таврика, в честь живших там тавров. С древности полуостров населяли разные народы. В 988 году в Корсуне киевский князь Владимир Святославович принял крещение и женился на сестре византийского императора. После вторжения татаро-монголов в Крыму обосновались татары, а также появились генуэзские колонии. После развала Золотой Орды крымские ханы признали вассальную зависимость от турок-османов, и Крым стал владением Османской империи. Русско-турецкая война положила конец османскому господству. В 1783 году Екатерина II издала манифест о принятии Крыма в состав Российской империи. В этом же году заложен Севастополь и основан Черноморский флот. В XIX веке начинается экономический подъем региона, прокладываются дороги, создаются порты. В годы Великой Отечественной войны за Крым развернулись ожесточенные бои. Ценой невероятных усилий полуостров был освобожден от войск гитлеровской Германии. В 1954 году указом Президиума Верховного Совета СССР Крым формально передали в ведомство Украинской ССР. При распаде СССР в 1991 году полуостров стал частью Украины. Через 23 года, по итогам референдума, Крым вернулся в состав Российской Федерации. Такой небольшой видеоролик, да, он кратенько рассказывает, рассматривает историю. Это как раз может быть в рамках инвариантной части, да, показан этот ролик, да. Так, ну и, соответственно, подытожить просмотренный видеоролик, да, либо подытожить те материалы, с которыми работали ребята старших классов, можно вот на примере тех слайдов, что вы сейчас увидите. 20 января 1991 года в Крыму был проведен референдум. На голосование был поставлен вопрос: вы за воссоздание крымской автономии Советской Социалистической Республики как субъекта Союза Советских Социалистических Республик и участника союзного договора? В референдуме приняло участие 81% граждан, за проголосовали 93% жителей Крыма. Но в данном случае воля Крыма не была услышана, она была проигнорирована политиками, и Крым вошел в состав Украинской ССР. 11 марта 2014 года Верховный Совет Автономной Республики Крым и Севастопольский городской совет принял декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. Именно это явилось точкой отсчета, когда прошло голосование. 16 марта 2014 года произошел референдум о статусе Крыма. В референдуме приняло участие 83% граждан, и 97% из них проголосовали за воссоединение Крыма с Россией. Ну и 18 марта как раз произошло то подписание документов, которые мы с вами смотрели в начале нашего мероприятия.
21 марта 2014 года Владимир Владимирович Путин подписал Федеральный конституционный закон о вхождении Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации. Ну, у нас появился новый субъект Российской Федерации и еще один город федерального значения. Ну и, соответственно, дальше, ребята, можно осветить значение Крыма для России. Здесь, если вы, допустим, являетесь учителями географии, можно ребят попросить подготовить небольшой доклад о культурных наследиях, о рекреационных ресурсах Крыма. То есть для чего это все было сделано, да, ну и, соответственно, познакомить ребят со значением этого присоединения и для жителей России, и для жителей Крыма. Также очень будет неплохо рассказать о городе федерального значения, о Севастополе, о его истории и о том, что сейчас в Севастополе у нас базируется база нашего военного морского флота. Издревле, ну не издревле, простите, уже со времен Екатерины II там как раз у нас был заложен наш военно-морской флот. Ну и по заключению этого мероприятия я предлагаю ребятам пройти небольшой тест, небольшой опрос о том, как они усвоили данный материал. У нас будет возможность перейти по ссылке. Так, ну и, соответственно, здесь ребятам предлагается пройти небольшой опросик. Чуть-чуть. Да, вставить в пропуски слова, которые они считают необходимыми. Да, если ребята тест проходят верно, то у них выходит окно, что они молодцы. Ну, тест несложный, ребята всегда с удовольствием его проходят, им очень нравится. Большое спасибо за внимание. Ну, у нас наши слушатели могут воспользоваться, да, данной ссылкой, данным тестом для проверки знаний, да, своих учащихся. Ну что, если у нас есть вопросы к Елене Витальевне, ко мне, можете нам задать. Да? Нет вопросов? Ну что ж, на этом тогда наш вебинар подошел к концу. Уважаемые коллеги, спасибо. Всего вам доброго, профессиональных и творческих успехов. Спасибо большое. До свидания.